Армысыздар, қазақ Туран елі. Прежде чем начать наше видео, поддержите нас, национал-демократов и патриотов Казахстана. Подпишитесь на наш YouTube канал Движение Туран Казахстан. Поддержите лайком. Ну что ж, поехали. Сегодняшнее видео я бы хотел начать с той проблемы, которая была озвучена в системе КТЖ председателем Высшей аудиторской палаты Казахстана, экс-премьер-министром Алиханом Смаиловым, который рассказал об итогах аудита использования бюджетных средств, выделенных на развитие транспортной отрасли. По данным Казинформа, Смаилов утверждает, что тарифы частных железнодорожных перевозчиков грузов завышены. Все убытки перекрываются в основном за счет транспортных доходов КТЖ. В этом отсутствует здравый смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству. Сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства. Компания находится в красной зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 триллиона тенге и продолжает расти. 45% или 1 триллион 300 миллиардов тенге из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств. Существующие методы корпоративного управления и стратегия развития акционерного общества Самрук-Казына не способны предотвратить кризис национальной железнодорожной компании КТЖ. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ, как заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. В ходе отчета Высшей аудиторской палаты сопредседатель партии Республика Мажилисмен Руслан Берденов также высказал ряд критических замечаний по поводу ситуации с КТЖ. За 5 лет в отношении должностных лиц КТЖ и его ведомственных организаций зарегистрировано более 136 уголовных дел. Осуждены 52 человека. По прогнозам некоторых экспертов, годовой коррупционный оборот в системе КТЖ составляет 200 миллионов долларов. Задумайтесь, одна система КТЖ за 1 год. Необходимо искоренить некачественные услуги, разгул коррупции и неэффективные проекты в КТЖ, как заявил этот мажилисмен. Я же поражаюсь столь огромной, по сути огромной, в масштабах Казахстана коррупционных таких правонарушений, воровства, казнократства. Я считаю, что это самая настоящая диверсия. Все это есть результат десятилетиями существующей коррупции в высших эшелонах власти в период правления Назарбаева, Аскара Мамина, также и самого экс-премьера Смаилова в бытность его премьерства. Я думаю, что антикоррупционному ведомству Казахстана необходимо провести в системе КТЖ надлежащую проверку за последние как минимум 20 лет, выявить всех нарушителей и привлечь их всех к уголовной ответственности. Это долг правящей нынешней токаевской элиты, потому что воровство, оно изнутри уничтожает наш Казахстан. Сколько можно грабить страну? Эта коррупция развалит Казахстан. Оно делает народ Казахстана нищим, разрушает всю сферу общества, все структуры, инфраструктуры в стране. А почему такая коррупция?
Потому что нет в стране настоящей демократической правовой системы, нет реальных реформ, нет в управлении страны настоящих патриотов и государственников. Назарбаевский авторитаризм, к сожалению, продолжается в политике самого Токаева. Неэффективность управления страной в целом. Теперь, видимо, Токаев будет продавать КТЖ в частные руки все той же олигополии, возможно, Китаю или России. А что думаете вы? Напишите свое мнение в комментарии к этому видео. Не забудьте подписаться на наш YouTube канал Движение Туран. Спасибо за внимание. Казах Туран елі алға.